Комитет государственного заказа Ингушетии участвует в национальном рейтинге прозрачности закупок. Проект является независимым исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок, существующим с 2006 года. Об этом на встрече с главой республики сообщил руководитель ведомства Заурбек Хаутиев. Он доложил Махмуду Али Калиматову о том, что комитетом в августе и ноябре текущего года запланировано совместно с АО «Единая электронная торговая площадка», крупнейшим федеральным оператором электронных торгов для госзаказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий проведение ряда обучающих семинаров для заказчиков республики по вопросам применения закона номер 44 ФЗ с учетом изменений, внесенных в 2023 году. В 2022 году ведомство организовало 3 практических семинара и 1 вебинар для заказчиков республики. Хаутиев также доложил, что Ингушетия сэкономила на торгах более 127 миллионов рублей бюджетных средств. В числе ключевых задач оказание содействия органам государственной власти в реализации мероприятий, предусмотренных национальными проектами и государственными программами, отметил глава Ингушетии, подводя итоги рабочей встречи. Разместили порядка 1082 закупок. Из них наиболее конкурентным способом у нас это электронный аукцион 1022, то есть практически выходим на 100%. На 100%. И электронных аукционов на строительство тоже наиболее конкурентный способ. У нас получается 30. Электронных конкурсов 25. Но здесь, правда, вот электронные конкурсы заказчики выбирают этот способ для того, чтобы выбрать наиболее квалифицированного участника с конкурса. И это по части 19 статьи 48. Экономия по результатам торгов порядка 127 миллионов, более 127 миллионов. Да, это 2,5%. Вот, это очень важно, что у вас экономия идет. Это как бы редкость, когда на торгах. Но эти деньги, они уходят в бюджет, да, федеральный. Да, но заказчик может также за счет высвободивших средств дополнительно дозакупить те товары, которые ему необходимы для удовлетворения потребностей, не забирая дополнительные деньги и не изымая из бюджета, получается. То есть те лимиты, которые довели, за счет этих же лимитов он уже может дополнительно закупить товары. Не нарушая закон. Да, не нарушая закон, да. Получается, делать доп. Соглашение в пределах 10%, добирая. Также мы совместно работали с заказчиками с целью увеличения доли субъектов малого предпринимательства на торгах. И в количественном отношении у нас получается порядка более 52% закупки выставляется с преференциями для субъекта малого предпринимательства. И наибольшая экономия, кстати, именно в тех закупках, где есть преференции для субъекта малого предпринимательства. Более 77 миллионов и 127 миллионов. Также комитет активно участвует в национальном рейтинге прозрачности закупок. На протяжении последних нескольких лет мы занимаем позицию «высокая прозрачность». В прошлом году мы были единственными из субъектов СКФО, набрали максимальный балл по нашему федеральному округу, заняв позицию высокой прозрачности. Это официальные выкладки? Это официально. На сайте где? Это национальный рейтинг прозрачности закупок, есть НРПЗ. С 2006 года существует рейтинг, он поддерживается в том числе федеральными органами, профильными комитетами Госдумы. Уже не первый раз, да, отмечают вас? Да, не первый раз, постоянно стабильно держим эту позицию. Ну, я думаю, это показывает вашу работу. Нам надо сегодня, очень важно, экономить каждый рубль нашего бюджета и бюджета, который формируется для нас правительством Российской Федерации. В любом случае, нам в рамках нацпроекта и других выделяются деньги. Меня радует, что вы и экономии у вас в последующем еще разъясняете этому подрядчику, что он имеет право их в определенной ситуации использовать. Это большое имеет значение.